Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Мост между властью и молодыми гражданами, генератор свежих идей и реальных дел. И речь идет о молодежном правительстве республики, ключевом общественном органе, чья деятельность давно вышла за рамки простых инициатив. Подробности этой работы мы сегодня обсудим с нашим гостем, председателем молодежного правительства Сергеем Ивановым. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, как вот работа в молодежном правительстве помогает молодым людям стать частью системы управления республикой? Да, но на сегодняшний день молодежное правительство является действительно таким реальным лифтом в государственное управление. Нас недаром называют таким кадровым резервом нашей республики. Это можно и привести действующие примеры наших членов молодежного правительства. Не так давно члены нашего молправа Василий Иванов, Саргадана Леонтьева вступили в ряды, скажем, управленческой команды. В апреле месяце Василий Иванов занял пост помощника главы Республики Саха-Якутия Исаия Сергеевича Николаева. Саргадана Леонтьева заняла пост помощника председателя правительства Республики Саха-Якутия Кирилла Евгеньевича Бычкова. И много других примеров. Назарова Вероника у нас есть, которая работает в агентстве привлечения инвестиций. Не так давно была специалистом, стала руководителем отдела. И таких примеров на самом деле очень достаточно, что показывает, что активность, такая активная жизненная позиция политическая не остается незамеченной. И нас недаром сейчас называют не только таким совещательным органом, мы уже выше, и наши инициативы, наши идеи востребованы. Допустим, не так давно мы проводили стратегическую сессию с курсантами, участниками федеральной программы «Муравьев-Амурский», где мы обсуждали развитие кадрового потенциала Дальнего Востока, что показывает, что это действительно бесценный опыт, который открывает двери в государственную службу нашей республики. Но также недавно был и Всероссийский конгресс молодежного самоуправления. Как себя там проявила Якутия? Поделитесь результатами. Да, с гордостью хочу поделиться с вами этими новостями. Действительно прошел конгресс в конце мая, и Якутия показала достаточно высокие результаты. На Дальнем Востоке мы традиционно заняли первое место, являемся лидерами. А в России мы вошли в пятерку лучших. Также мы получили такой, скажем, бонусную номинацию «Лучшая медиаактивность по стране». То есть это показывает, что системная работа команды дает реальный результат. И работа по отдельным направлениям, проектная деятельность, законотворческая, то, что мы работаем с муниципалитетами, стараемся участвовать в региональных, федеральных мероприятиях, это все дает свой отклик. И нашу работу оценили на федеральном уровне. Ну, это должна быть высокая оценка. А вы, как председатель молодежного правительства республики, какую роль вообще молправа видите в развитии молодежной политики нашего региона? Наша задача делать такую политику более живой, более актуальной. И сейчас мы работаем над созданием молодежных администраций по всей нашей республике. То есть молодежное правительство — это не только наша столица, это город Якутск, но и у нас очень много улусов, у всех свои особенности. И также мы ездили на отчет правительства совместно с командой правительства, где я лично посещал Вилюйский улус, Татинский улус, и где отдельно я встречался с молодежью улуса. И действительно ребята очень заинтересованы, у них жизненная такая активная позиция. И я уверен, что и нам, молодежному правительству, есть чему поучиться у ребят из улусов. Все очень идейные, целеустремленные. И я надеюсь, что и мы можем как-то поделиться и своим опытом. Как я считаю, что молодежь вообще в целом является таким катализатором изменений. И
участвует активно в социально-экономической повестке, задает как бы новые идеи. Ну, вообще, как я считаю, что молодежь является таким катализатором изменений и формирует общественное мнение, участвует в социально-экономической повестке, в целом и не только республики, но и страны. И мир сейчас очень быстро меняется, и кто, как не молодежь, сможет быстро подстроиться под эти изменения и повести за собой вперед общество. Ну да, потому что молодежь — это поколение, которое рано или поздно вырастет, и им заниматься управлением республики. Ну, давайте поговорим о конкретных инициативах. Как вообще происходит процесс реализации проектов? Как генерируются идеи? Ну, как бы у нас уже такой инструмент налаженный. Изначально мы обсуждаем наши идеи, наши проекты внутри молодежного правительства. Где-то мы можем проконсультироваться с экспертами, с министерствами. Как бы члены нашего правительства, и будь то министры, замминистра, всегда очень открыты, хоть у них очень плотно забитый график, они при возможности всегда вот находят время пообщаться, поделиться своим опытом. И уже сформировав как бы идею, проект, запаковав, мы идем к председателю правительства, проводим как бы настоящее прям совещание, заседание молодежного правительства, пригласив туда заинтересованных участников, это и министерство, как я сказал, да, эксперты, различные другие руководители органов. И уже представив наши проекты, идеи, председатель правительства Кирилл Евгеньевич дает поручение и протокольно все подписывает, обозначив все сроки, обозначив всех ответственных исполнителей. И далее мы уже приступаем к исполнению, то есть от идеи, так скажем, к реальной реализации. Да. Хорошо, алгоритм понятен. А каким-нибудь примером можете поделиться? Да, сейчас у нас вот с 30 июля по 1 августа будет проходить слет центровузников нашей республики, ребят, которые учатся в центральных вузах нашей страны. Это мероприятие проводится с целью ознакомить наших студентов с рынком трудоустройства в целом. Мы проводим различные лекции, семинары обучающие, беседы с руководителями. Это и министры там участвуют. В прошлом году у нас участвовал мэр города. Вот, и в прошлом году мы проводили в рамках такого регионального мероприятия, которое проводил наш Государственный комитет занятости республики, работой в Якутии. Они нам выделили отдельный трек, вот слет центровузников, вот в рамках которого мы и провели наше мероприятие. И в этом году вот тоже будем проводить его. То есть это уже второе будет. Да, также у нас в работе вот по итогам заседания молодежного правительства председателя сейчас мы работаем над интерактивной картой. Проект называется «Помним». То есть это интерактивная карта, где наши республики с разделением всех районов, где перейдя в определенный район, ткнув, допустим, там Татинский улус, можно посмотреть, увидеть уроженцев данного улуса, великих сынов нашей республики. То есть это, перейдя в Татинский, это и Платон Аюнский, и Алексей Кулаковский, где письменно размещена вся информация необходимая о них, их биографии, об их деятельности. И также, допустим, перейдя в Намский улус, там Максим Амосов, тоже можно увидеть информацию. Ну, далее мы думаем, работаем над внедрением искусственного интеллекта в данную интерактивную карту. Но мы там в процессе будем его модернизировать. И главная наша цель — это внедрить такую интерактивную карту в образовательную программу наших, это и в школы, и в университеты, в среднее образование. Вот, и также мы договорились уже, есть договоренность с музеями. Вот мы с музеем «Россия. Моя история» договорились, что мы будем размещать данную интерактивную карту в интерактивный экран.
Мгм. Хорошо. Инициатива у вас очень интересная. Еще хочу спросить, все-таки редко мы говорим о молодежном правительстве почему-то. Тем не менее, как можно попасть в вашу команду? А, Попасть можно абсолютно просто. Мы организуем конкурсы. Конечно, изначально при формировании нового состава администрации главы правительства, Департамента кадровой политики, организуется такой общий конкурс, где нужно представить свои проекты. Ну, для начала нужно подать заявку, заполнить анкету, далее провести социальную акцию, разместив ее в социальных сетях. И завершающий этап – это собеседование, где нужно презентовать свой проект, который ты планируешь реализовать в рамках работы молодежного правительства. И далее уже подведение итогов комиссии. Вот, и в скором времени, наверное, в конце этого месяца, либо в начале августа мы планируем проводить дополнительный набор, где, в принципе, будет такая же процедура. Сергей Игоревич, спасибо, что пришли к нам, что держите в курсе. Будет возможность, приходите к нам еще. Вам спасибо, что пригласили. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.